Предстоящий политический сезон, связанный с очередными парламентскими выборами, будет периодом турбулентности, политических страстей и популизма, прогнозируют эксперты, что, по их словам, характерно для многих стран. Уже сегодня наблюдается активизация различных сил и партий, которые готовятся к выборам. Есть классное выражение: никогда так сильно не врут, как перед выборами и после рыбалки. Сейчас настала пора, когда политики хотят понравиться народу, понравиться электорату. Чтобы создать равные условия для всех партий, достичь устойчивости выборных правил и тем самым снизить риски возникновения конфликтов, еще в 2018 году была начата работа по внесению изменений и дополнений в избирательное законодательство. В прошлом году некоторые законы были приняты. Президент Сооронбай Жээнбеков не раз отмечал, что все правила должны быть утверждены за год до даты выборов, и после в них не должны вноситься никакие изменения. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча комиссиялар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алып бердиңиздер. Парламентаризмдин өнүктүрүүгө түздөн түз таасир эткен мыйзамдарды кабыл алуу менен өлкөбүздүн келечегине чоң салым коштуңуздар. Жаштардын, улуттардын, аялдардын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын квоталар боюнча жакшы мыйзам нормалары бар. Ошондой эле айылдык кеңештин депутаттарын шайлоодо аялдар үчүн 30% мандаттарын резерви жөнүндө жобону камтыган мыйзам 2019 жылы кабыл алынды. На рассмотрении Жогорку Кеңеша находится еще ряд законопроектов, направленный на обеспечение справедливых выборов, исключение административного ресурса, на укрепление роли политпартий и достижение прозрачности в их деятельности. Выступая в парламенте, глава государства отметил важность незамедлительного принятия этих законов. Шайлоо мыйзамдарын бузууларды алдын алуу, мыйзамдарды бузган үчүн жоопкерчилик механизмдерин киргизүү жана административдик ресурсту пайдаланууга бөгөт коюу боюнча мыйзам долбоору бар. Ал өткөн жылдын 30 августунда Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилген. Бул мыйзамды кечиктирбей кабыл алуу келерки шайлоо өнөктүгүнүн адилеттигин жана сапатын жакшыртууга чоң салым кошот. Дагы бир демилге саясий партиялар жөнүндө мыйзам долбоору 5 айдан бери парламенттин кароосунда турат. Сунушталган долбоор саясий партиялардын ролун мындан ары бекемдөө жана коом алдында партиялардын ишмердүүлүгүнүн ачык айкындыгына жетүү максатында иштелип чыккан. Бул мыйзам Кыргызстанда парламент демократияны өнүктүрүүгө олуттуу түрткү берет. Депутаты тянут с этим принятием законопроектов. Они уходят в другие законопроекты, принимают и так далее. Законопроект по административному ресурсу, там есть законопроект ответственность по нарушению выборного законодательства, ряд вот таких законопроектов. Как раз вот это касается подкупа. Что-то не торопятся принимать их, потому что они им нужны будут. Зачем рубить сук, на котором они сидят и который будут использовать? Самым обсуждаемым сегодня, как в парламенте, так и в обществе, является вопрос о процентном пороге. Некоторые депутаты предлагают снизить его с 9 до 7%, а другие и вовсе до 3 и 5%. Свое мнение по этому поводу высказал и президент. 9% демиле келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Оба бул залалдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз бар го. Эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Ошондуктан партиялар бирлештирүү боюнча биздин саясатчыларыбыз алар үчүн эртерээк болоорун мына көрсөттү. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек, жаңылышпайбыз. В любом случае, последнее слово за депутатами. Президент выразил уверенность в том, что парламентарии всесторонне обсудят и примут взвешенное решение. Саясий жактан дагы, стратегиялык жактан дагы, парламентаризмди күчөтүү жагынан дагы туура кадам.
Со слов президента можно понять, что он поддерживает 7% барьер. Я считаю, что это правильный шаг и с точки зрения усиления парламентаризма. 9–10% порог больше подходит для тех стран, где есть превосходство одной партии. Для демократического Кыргызстана сейчас этот порог, видимо, самый оптимальный. Обозначил эту проблему, он сказал, что 9% к 9% барьеру в 9% наше общество не готово. Потому что цель какая была? Цель была, что партии объединятся, укрупнятся, и будет действительно формирование правительства будет брать конкретные партии. Раз случилась такая ситуация, я думаю, 7%, видимо, на 7% Джордж Кенеш остановится. Предлагают 3, 2 и 1 порог, процентный порог. Я против этого, потому что у нас тогда парламент не состоится как парламент. Просто желание славы, желание просто пройти в парламент, не из лучших побуждений, как многие это приписывают, ради народа, чтобы все были представлены. Я думаю, нужно лучше заниматься строительством партийным. По мере приближения выборов градус политической активности будет неуклонно расти, и это естественный процесс, сказал президент. Главное, чтобы действия участников предвыборной гонки, распространение ложной информации, популистские заявления не отразились на стабильности в государстве и мирной жизни кыргызстанцев. Улуттаралык ынтымакты, өлкөдөгү тынчтыкты коргоону баарынан бийик кармадык. Бул баалыктарды бекем сактоо керектигин акс окуяларынын, март жана апрель революцияларынын сабактары айтып турат. Шейит кеткен батылдан элеси ар кандай саясий максаттарга караганда коомдун тынчтыгы, өлкөнүн келечеги алда канча бийик турарын эстетип турат. Быйыл апрель революциясынын 10 жылдыгын өткөрөбүз. Каргашал июнь окуяларына да 10 жыл болот. Бұл трагедиядан терең сабақ алып, жұрттың биримдигин, улуттардын ынтымагы деген жөн эле сөз эмес, адамдардын өмүрү, ден соолугу, жаштардын келечеги экенин көкүрөктө бекем сактап, анан гана саясатты, башка иштерди ойлонолу. Обострить ситуацию попытаются и третьи силы, уверены аналитики. При этом они могут использовать самые грязные технологии, направленные на раскол общества. Все партии будут использовать критику действующей власти для того, чтобы пробраться в парламент. Это вполне нормально. Но я еще раз подчеркиваю, что здесь важно не переборщить, да, не раскачать лодку. Уже сегодня участники используют самые различные площадки для самопиара и продвижения своих программ. Социальные сети становятся одним из инструментов агитации. Средства организованной травли, да, агрессии. Какие-то группы могут быстро объединиться и начать какое-то действие против какого-то лидера, какой-то партии или какой-то личности. Вот этот момент тоже мы всегда должны учитывать, что это не всегда отражает общественное мнение. Некоторые силы и политические деятели нанимают целые армии ботов и троллей, которые оставляют в соцсетях хвалебные комментарии и продвигают нужную своему заказчику информацию. Сезон так называемого троллинга чаще всего приходится на крупные события в стране, особенно политические. Чтобы набрать побольше поддержки, побольше голосов собрать, они наверняка будут использовать компромат, а для этого будут использовать фейковые неправильные новости. И при этом использовать такие каналы, как социальные сети или мессенджеры, там, типа WhatsApp и других сетей. В свою очередь, Центральная избирательная комиссия напоминает о новых нормах Конституционного закона о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша. Они обязывают участников избирательного процесса быть более ответственными. Принята норма, что до назначения выборов политические партии должны пройти регистрацию или перерегистрацию за 6 месяцев в органах юстиции. Обязаны на своих сайтах и на сайте Центральной избирательной комиссии опубликовать предвыборные программы политпартии. Наряду с парламентскими в этом году пройдут и выборы в местные кенеши. Политический сезон только начинается. Эксперты не исключают провокаций и попыток третьих сил раскачать ситуацию в стране. Главное, каждый из нас должен понимать, что стабильность в государстве и единство народа важнее всего. Нургуль Саматова, Эльдияр Асанбаев и Сентур Абыкеев, Ала-То 24.